Здравствуйте! Вы смотрите «Дорожный патруль» на башкирском спутниковом телевидении. Сегодня в выпуске. Команда телепроекта «Дорожный патруль» поздравила женщин с праздником 8 марта. 2 погибших в Архангельском районе в результате столкновения легковушки с рельсовым автобусом. Авария с пострадавшими с участием пассажирских автобусов в Уфе. Доброта спасет мир, или как автоинспекторы помогли водителю, у которого случилась поломка автомобиля на дороге. Это и многое другое смотрите прямо сейчас. В Баймакском районе на 104-м километре автодороги Магнитогорск-Ира столкнулись УАЗ под управлением 29-летнего жителя Сибая и Hyundai Solaris, за рулем которого находился 52-летний житель Свердловской области. По информации ГИБДД Республики Башкортостан, в результате аварии водитель Hyundai скончался на месте происшествия. Его 45-летний пассажир госпитализирован. Также доставлен в больницу водитель автомобиля УАЗ. В первый день марта в том же Баймакском районе еще одна смертельная авария. По информации Республиканской госавтоинспекции, на 110-м километре автодороги Магнитогорск-Ира 40-летняя жительница Зилаирского района за рулем «Лады Ларгус» совершила наезд на припаркованный справа автогрейдер под управлением 53-летнего местного жителя. В результате дорожной аварии водитель легкового автомобиля скончалась на месте ДТП. 4 марта в 6 часу вечера на улице Советская села Зерган Мелеузовского района столкнулись машина АК под управлением 67-летнего местного жителя и автомобиль «Лада Приора», за рулем которого находился 54-летний мужчина. В результате ДТП водитель АКИ от полученных травм скончался на месте происшествия. Ведется разбирательство. 5 марта в половине 9 утра в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступила информация о том, что на территории Архангельского района на 22-м километре автодороги Перегон-Приуралье-Карламан между станциями Карламан и Приуралье на нерегулируемом железнодорожном переезде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием электрички, которую принято считать рельсовым автобусом, и легкового автомобиля «Лада Калина», за рулем которого был 57-летний местный житель. В электричке пассажиров не было. Как сообщает пресс-служба ГИБДД Республики, водитель отечественного автомобиля и его 65-летняя сожительница скончались на месте аварии. 40-летний сын погибший с серьезными травмами госпитализирован. По имеющимся данным, водитель легковушки выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора, объехав остановившиеся автомобили. Тем же днем в Абзелиловском районе на 94-м километре автодороги Серменево-Амангельдино-Баймак столкнулись ВАЗ-21102 под управлением 21-летнего жителя Баймакского района и УАЗ-Патриот, за рулем которого находился 73-летний житель Челябинской области. По информации Госавтоинспекции Республики, в результате ДТП 25-летняя пассажирка ВАЗа от полученных травм скончалась на месте аварии. Также помощь медиков потребовалась женщине 48 лет и ребенку 2 лет, которые были пассажирами легкового автомобиля. От серьезных травм ребенка уберегло детское автокресло. Я увидел, как машина вываливается навстречу полностью. Впереди машина шла, еще выходила. Пошла машина. И он как бы так шел в поворот, пошел в поворот, его вытащил. И он своей левой задней дверью меня врезался. Уважаемые автовладельцы, Госавтоинспекция Республики Башкортостан напоминает о необходимости использования специальных детских удерживающих устройств при перевозке маленьких пассажиров. Ведь правильно подобранное и установленное детское удерживающее устройство ограничивает движение головы ребенка вперед при ударе и снижает риск травм. Поэтому обеспечивает защиту от соприкосновения с деталями салона в случае дорожного происшествия. Родители всегда должны помнить об этом и обеспечивать безопасность своих детей. Так, в Уфе 50-летний мужчина за рулем ВАЗ-2111 на улице Степана Кувыкина при совершении поворота на улицу Рабкорова допустил столкновение с движущимся во встречном направлении Toyota Land Cruiser. 5-летняя девочка из салона Toyota получила ушибы. Аналогичное ДТП произошло в это же время в Демском районе. 47-летняя жительница Уфы за рулем Mazda-2 при осуществлении разворота допустила столкновение с Nissan Note. В результате 4-летний пассажир Nissan получил ушибы.
В минувший понедельник около 4 часов дня в Уфе 27-летний водитель автобуса «Нефас» на улице Ульяновых допустил столкновение с остановившимся на запрещающий сигнал светофора «Рено Сандеро», который от удара допустил наезд на стоящий ВАЗ-2114 и микроавтобус «Пежо Боксер». 2 человека обратились за медицинской помощью. 3 марта в столице Башкортостана на проспекте Октября 22-летний уфимец за рулем автобуса ПАС маршрута 272 на остановке «Спортивная» допустил столкновение с остановившимся другим автобусом ПАС маршрута 266. В результате аварии из первой маршрутки за медицинской помощью обратились 15-летняя девочка и 48-летняя женщина. Со второй пострадали 29-летний мужчина и 63-летняя женщина. Сотрудниками ГИБДД был составлен акт из-за наличия рыхлого снега на проезжей части. 5 марта в Аургазинском районе на 107-м километре автодороги Узиган-Дарьино на железнодорожном переезде 23-летний мужчина за рулем КАМАЗа допустил столкновение с тепловозом. В результате ДТП водитель грузового автомобиля госпитализирован. По имеющимся данным, водитель грузовика выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора. Ведется разбирательство. В Балтачевском районе при надзоре за дорожным движением на маршруте патрулирования автодороги Бураево-Старобалтачево-Куеда в 7 часу вечера на 39-м километре наряд дорожно-патрульной службы местного отделения ГИБДД в лицо капитана полиции Фаниса Минязева и старшего лейтенанта полиции Рустема Шарипова была замечена легковая автомашина с открытым капотом, стоящая на обочине с включенным аварийным сигналом. Подъехав поближе, инспектора ДПС увидели сидящих в автомобиле мужчину и женщину с маленьким ребенком. Правоохранители поинтересовались, не требуется ли им помощь. Оказалось, что у молодой семьи в пути произошла поломка, и автомобиль заглох на дороге. Мужчина попытался отремонтировать автомобиль собственными силами, но безрезультатно. Полицейские незамедлительно предложили женщине с ребенком пересесть в патрульный автомобиль, чтобы они могли согреться, и вызвали эвакуатор. Уже через некоторое время неисправный автомобиль был доставлен в ближайший сервисный центр для устранения поломки. Молодая семья выразила слова благодарности в адрес сотрудников госавтоинспекции за оказанную помощь. 8 марта отмечается Международный женский день. К этому празднику приурочены различные мероприятия. Команда телепроекта «Дорожный патруль» решила не оставаться в стороне и поздравить милых дам с этим прекрасным праздником. Во всеми любимом первом весеннем празднике весны столько красоты, света и легкости. И кто бы мог подумать, что он возник в результате борьбы женщин за свои права. Если первоначально Международный женский день считался просто днем привлечения внимания к себе, днем борьбы женщин за свои права, днем солидарности, то сегодня у этой даты иной окрас. 8 марта для всех нас праздник весны, праздник красоты, праздник всех женщин любого возраста. Нет сомнений, что женщины сумели добиться равноправия с мужчинами. Взять даже то, что многие водители – женщины. Наши коллеги направились в отдел ГИБДД Управления МВД России по Уфе, чтобы поздравить и вручить подарки представителям прекрасной половины человечества, которые так или иначе связаны с автомобилями и дорогами. Коллектив аварийных комиссаров дорожного патруля поздравляет всех женщин нашей республики, нашей страны с Международным женским днем 8 марта. Мы желаем вам оставаться всегда красивыми, счастливыми. Пусть в вашей душе всегда будет весна, цветут цветы. Будьте всегда счастливы и красивы. В преддверии праздника сотрудники ГИБДД останавливали женщин, но вместо стандартной проверки документов вручали цветы и подарки. Традицию поздравления госавтоинспекторами девушек и женщин за рулем провели не только в столице республики, но и в других городах и районах. Милые наши дамы, госавтоинспекции города Уфы поздравляет вас всех с наступающим 8 марта. Желаем вам всем крепкого здоровья, успеха, счастья, любви и всего самого наилучшего. От имени членов Общественного совета хочу поздравить всех милых дам с их прекрасным праздником 8 марта. Пожелать им всего хорошего, здоровья, счастья, любви, всего прекрасного. Традицию поздравления госавтоинспекторами девушек и женщин за рулем провели не только в столице республики, но и в других городах и районах. Многие владельцы автомобилей считают, что никогда не станут виновниками ДТП. Но если станете виновником, то автомобиль восстанавливать придется за свой счет или нет. Разобраться поможет представитель компании ОСАГО-24.
Каско – это добровольный вид страхования. Это договор страхования, который уже возмещает ущерб от повреждения вашего автомобиля. Условия страхования каско не регламентируются законом и отличаются у разных страховых компаний. Отличаться могут как тарифы страхования, так и риски, по которым страхуется автомобиль. К страховым случаям каско, как правило, относится угон транспортного средства с помощью грабежа, кражи, разбоя, мошенничества или ущерб в результате пожара. Ежедневно на дорогах происходит множество заслуживающих внимания событий, внушительная часть которых попадает в объектив видеорегистраторов. В нашей рубрике «Одним кадром» мы собрали для вас самые любопытные случаи. Как говорится, лучше один раз увидеть. Хочу выразить слова благодарности бригаде электриков, которые вчера вытащили мою машину из сугроба между деревнями Лена и Лчикаева, пишет автор видео Зиля Туктарова. Как выяснилось, не только ее машина застряла. Дальше были еще несколько автомобилей, которым требовалась помощь. Мир не без добрых людей. Служба аварийных комиссаров «Дорожный патруль». Попали в ДТП? Вызывайте наших комиссаров. Оформление ДТП без ГИБДД. Помощь в получении страховых выплат. Независимая оценка ущерба и юридическое сопровождение. Мы поможем сэкономить ваше время, деньги и нервы. Звоните круглосуточно 287 87 55. Первая автошкола. Обучение на категории А, Б и БЕ. Надежно, с гарантией вашей безопасности. Звоните 293 4606, код города 347. Всегда выглядеть прекрасно нашим ведущим помогает Центр красоты «Лук». Центр красоты «Лук» – ключ к вашему неповторимому образу. Город Уфа, улица Закиева-Лидей, 73. Надоели пустые флаконы из-под бытовой химии? Наполни их. Качественно, недорого и экологично. Чистая польза. Ищи нас в ТЦ Мега возле супермаркета Ашан. Готовимся к зиме с 19 октября. В РК-сервис стартует межсезонная акция. Шиномонтаж 800 рублей до 16 радиуса включительно. Развал схождения от 800 рублей. Техническое обслуживание автомобиля с использованием нашего расходного материала. Замена масла бесплатно. Наши квалифицированные специалисты ожидают вас по адресу улица Ульяновых, 65, корпус 16. С понедельника по пятницу с 9 до 19 часов. Звоните 286 0300 8 906 107 4449. Присылайте свое видео в нашу группу ВКонтакте и на наш номер WhatsApp 8 927 350 63 94. Вы смотрели «Дорожный патруль Уфа». Удачи на дорогах!